В эфире телеканала «Юрган», «Крик», криминал-комментарий в студии Таисия Жакова. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. В интернет на заработки. Уроженки Карткироса переехали в Сыктывкар и устроились в онлайн-магазин по продаже наркотиков. Алкоголь для клёва. Житель столицы жестоко избил свою жену во время рыбалки. Ценитель антиквариата. Сельский вор вовлек подростков в кражу старинной утвари. В коме под колесами автомобилей опять погибли пешеходы. Вечером 5 октября в Ухте легковушка совершила наезд на 70-летнюю женщину. Причем в этот момент она переходила дорогу по зебре. В ходе пояснения сотрудникам ГИБДД водитель Рено заявил, что в темное время, да еще и в связи с ненастной погодой, просто не разглядел пешехода. Возбуждено уголовное дело. Рено, двигаясь по автодороге Сыктывкар-Ухта со стороны Ухты в направлении города Сыктывкара, на 309-м километре данной автодороги совершил наезд на пешехода, женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате наезда женщина на месте ДТП скончалась. Еще один смертельный наезд произошел 8 октября возле поселка Аджиром Карткиросского района. 18-летний юноша, получивший права всего за 3 дня до ДТП, сбил 45-летнего мужчину. Водитель уверял, прохожий шел сначала по обочине, но в последний момент почему-то резко выскочил на проезжую часть, прямо под колеса. Уйти от столкновения молодой человек не смог. На черной одежде погибшего не было светоотражающих элементов. По данному факту проводится проверка. Здесь тоже решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Жажда легкой наживы поломала судьбы уроженок Карткиросского района, которые переехали жить в Сыктывкар. 26-летние девушки устроились работать в один из интернет-магазинов по продаже наркотиков. Попались с поличным, а затем выслушали суровый приговор. Впрочем, Фемида их еще пощадила. Из Верховного суда Коми передает Эдуард Бушуев. Одноклассницы Светлана Габова и Василиса Королева, которые старательно скрывают свои лица в зале суда, в разработку оперативников попали осенью прошлого года. Они выяснили, девушки уже как несколько месяцев устроились на работу в интернет-магазин, который торговал синтетическим дурманом. Работали, продавали квас, денег мало зарабатывали, захотелось легкой наживы, поэтому от каких-то знакомых узнали, что можно устроиться закладчиками, устроиться первоначально рядовыми закладчиками. То есть получали небольшие расфасованные партии наркотиков, раскладывали их в различные части города для потребителей. В дальнейшем за хорошую работу были переведены в разряд. 16 ноября после получения от оператора очередной партии 180 граммов синтетики девушек задержали с поличным. В ходе обысков оперативники нашли еще почти 100 граммов. А осознавая, какой срок им грозит за сбыт наркотиков, юные леди полностью признали вину. 6 ноября Королева из тайника извлекла около 1 килограмма наркотиков, реагенты и более 400 пластин марок, содержащих наркотические средства. Потом в доме Габова они изготовили курительную смесь и расфасовали. В последующие дни за торгово-развлекательным центром «Макси» в поле в лесном массиве они сделали несколько закладок, в том числе и с наркотическими средствами массой порядка 600, 200 и 40 граммов. Места тайников с наркотиками они фотографировали, через интернет сообщали оператору. 2 крупных схрона наркоборцы обнаружили сами. К примеру, тайник располагался под елкой возле столба линии электропередач, на котором, видимо не случайно, были изображены карточные символы, черви и пики. Третью закладку в 40 граммов указала при проверке показаний на месте Василиса Королева. Помощь следствию зачли при вынесении приговора. Фигуранткам грозили минимум 15 лет за решеткой. Фемида их пощадила и приговорила Светлану Габову к 11 годам колонии общего режима. Ее сообщнице, к слову, матери 2-летнего сына, срок лишения свободы сократили на год. Приговор еще не вступил в законную силу. В Сыктывкаре разыскивают без вести пропавшего жителя Ухты, 33-летнего Алексея Кузнецова. 17 сентября мужчина вместе с братом приехал на автомобиле в столицу Коми. Родственники остановились в Эжвинском районе возле нефтебазы, расположенной по Ухтинскому шоссе 86. В ходе распития спиртных напитков возникла ссора, после чего Алексей Кузнецов вышел из машины и ушел в неизвестном направлении. До настоящего времени о нем ничего не известно. Примета на вид 30-35 лет, короткие русые волосы, был одет в синие джинсы и серый пиджак, на ногах синие мокасины. Всех, кому что-либо известно о местонахождении Алексея Кузнецова или обстоятельствах его пропажи, просим сообщить по телефонам в Сыктывкаре.
Обычный электрический фонарик стал причиной раздора семейной пары в Сыктывкаре, который в итоге обернулся уголовным делом об угрозе убийством. Обвиняемый 30-летний житель столицы, ранее судимый за угон машины. По версии следствия, после вспышки гнева он накинулся на супругу и стал ее душить. К счастью, потерпевшая выжила. Репортаж Антона Булаева. В середине июля в полицию обратилась 36-летняя сыктывкарка с заявлением о домашнем насилии со стороны супруга. На шее женщины были четко выражены следы удушения. По словам потерпевшей, вместе с мужем они отправились на ночную рыбалку в столичное местечко Заречье. Ради удачного клёва парочка решила пригубить спиртного. На пустом месте вспыхнула ссора из-за обычного фонарика, который не включался. Здесь, мы начали ругаться, так он ушел. Я пошла за ним в ту сторону. Вокруг я остановилась покурить, он уже был вдалеке. Вернулся потом и начал на меня орать, что я не слушаю сегодня, иду за ним, толкнул меня, я упала. Пьяный рыбак повалил супругу на землю, навалился на нее и стал душить. Женщина сопротивлялась, но нападавший был физически крепче. Только когда жертва стала хрипеть, мужчина разжал руки и удалился. Идти домой потерпевшая не рискнула и отправилась в полицию. Стражи порядка возбудили уголовное дело и задержали подозреваемого 30-летнего ранее судимого сыктывкарца. Свою вину в совершенном преступлении признал, сказал, что да, действительно произошел конфликт, в ходе которого он душил свою жену. Убивать, говорит, я ее не хотел, хотел ее припугнуть, так как был сильно зол на нее. Ранее они конфликтовали, как и даже поясняет ее мама, допрошенная в ходе дознания, что конфликты у них случались, но только словесно. То есть ранее заявлений на причинение побоев или угрозу убийством со стороны супруга от потерпевшей не поступало. Сейчас расследование уголовного дела завершено и передано в суд. За угрозу убийством фигуранту грозит до 2 лет колонии. С учетом того, что мужчина уже имеет условный срок, вряд ли ему удастся избежать реального лишения свободы. Чудом выжила. Молодая жительница села Усть-Кулом получила удар ножом в спину и могла погибнуть, если бы не вмешательство друзей и скорый приезд медиков. Районные правоохранители завершили следствие и передали уголовное дело в суд. На скамье подсудимых 48-летний рецидивист. Подробности у Евгения Ершова. Этот неприметный домик в центре Усть-Кулома стражам порядка хорошо известен. Его хозяин – пожилой инвалид, который практически не ходит, зато нередко зазывает к себе гостей со спиртным. Здесь то и дело происходит что-то криминальное, от пьяных дебошей и потасовок до поножовщины и даже убийства. Вот и морозный февральский вечер не стал исключением. В доме собралась теплая компания. Слово за слово между одним из собутыльников и девушкой вспыхнула ссора. Все это произошло после словесного конфликта. Девушка в адрес подозреваемого выразилась грубо немножко, которая немножко задела, скажем так, его честь и достоинство, как ранее судимого. Мужчина схватил со стола нож и вонзил в обидчицу и намеревался продолжить расправу, но собутыльники его остановили. Тут же вызвали скорую помощь. Девушку увезли в больницу, а подозреваемый ударился в бега. Но его быстро нашли. Систематически злоупотребляет спиртными напитками. То есть после освобождения из мест лишения свободы он нигде не работал. Несмотря что страдает сахарным диабетом, тем не менее ведет такой образ жизни. То есть он может уходить по несколько дней в запои. В конфликтных ситуациях ведет себя вызывающе, достаточно дерзко. Из мест лишения свободы сельчанин освободился лишь год назад. Оказался там за похожее преступление. Сейчас он вновь под арестом. Настаивает, несмотря на массу доказательств и свидетелей, его на месте преступления не было. Уголовное дело передано в Усть-Куломский районный суд. Теперь за покушение на убийство рецидивисту грозит до 15 лет колонии. За кражу 4 старинных самоваров ответил перед судом 30-летний Усть-Кулом Евгений Хозяинов. В декабре прошлого года житель деревни Гарево взломал дом односельчанина вместе с юными подельниками. Деньги от продажи похищенного антиквариата поделил и пропил. Оказалось, любовь к зеленому змею толкала мужчину на преступление уже не раз. Репортаж Романа Истомина.
Обычный бревенчатый гараж Евгений Хозяинов превратил в криминальную штаб-квартиру. Здесь он ремонтировал мотоциклы и этим завлекал местных подростков. Одного из них, 15-летнего парня из неблагополучной семьи, периодически подпаивал пенным напитком. Предложение залезть в дом односельчанина, который тот закрыл на зиму, компания дружно поддержала. Младшего оставили на входе, следить за обстановкой. Внутрь проникли вдвоем. Я достал этот, брал эту. Вот эти палки сторожа. Да, брал. Он вперед зашел, я за ним зашел. Как бы, туда. Подошли туда, я взял монтировку, надавил на замок, дернул, он отстранился, как бы отпал. И все, мы прошли дальше. Ага, то есть вы знали, куда шли? Конечно, знал. Я видел, потому что самовары с дороги, ну там, с той дороги, видел, что самовары стоят в окошке. Взломанные двери и пропавшие самовары стоимостью в 13 тысяч рублей хозяин обнаружил только в начале марта. Несмотря на упущенное время, 3 подозреваемых установили за несколько дней. Троица написала явку с повинной и возместила потерпевшему ущерб. Но вернуть наследие предков, реализованных приезжему скупщику антиквариата, было уже невозможно. В мае, когда следствие по делу подходило к концу, Евгения Хозяинова привлекли еще по 2 эпизодам. Оказалось, еще 14 декабря, в день 15-летия одного из подельников, он предложил тому залезть в другой пустующий дом. Предположили, с учетом того, что там проживали пожилые люди, то, соответственно, там должен быть угольный самовар. Проникнув в жилище, повредив замки, обнаружили самовар, раскрытые бутылки спиртосодержащей продукции, которую они выпили в этом доме. Нашли также сигареты выкурили, и после чего с похищенным имуществом покинули место происшествия. Подельники тогда прихватили с собой еще 2 фляги и даже пачку чая. Чтобы проникновение не бросалось в глаза, закрыли взломанную дверь на исправный замок. Впрочем, поразил силовиков 3-й эпизод. В апреле, уже находясь под следствием, молодой человек нелегально залез в дом пожилого соседа, уехавшего на лечение в Сыктывкар. А ведь тот раньше занимал ему деньги. Денежные средства откуда похитили? Средства с тумбочки. Я видел такого, раньше не занимался, просто как бы видел. 20 тысяч рублей, похищенных у пенсионера, молодой человек спустил на алкоголь буквально за несколько дней. Затем в пьяном угаре сболтнул закадычному приятелю, на чьи деньги гуляет. Об этом сразу узнал сын потерпевшего. Злоумышленника привлекли повторно. Хозяинов не только признался в содеянном, но и полностью погасил ущерб перед потерпевшими. Суд признал сельчанина виновным в спаивании подростка, вовлечении несовершеннолетних в преступление, 3 кражах и назначил ему 5,5 лет лишения свободы условно. Юным подельникам для остраски дали по 6 месяцев и тоже условно. Программа «Крик. Криминал-комментарий» подошла к концу. С вами была Таисия Жакова. Этот и другие выпуски программы ищите на нашем сайте jurgen.rf или посредством функции управления просмотром IP-телевидения Ростелекома. Следующий обзор криминальных событий региона смотрите в пятницу. До встречи на телеканале «Юрган».